сколько предметов будут сдавать и что изменилось сейчас в ЕГЭ? Вопрос, который интересует всех выпускников и их родителей. Госэкзамен в этом году многим отличился от традиционного формата. Часть экзамена выпускникам и 9 и 11 классов и вовсе не пришлось сдавать. Но этого удобства в 2022 году школьникам не стоит ждать. Пандемия коронавируса повлияла на формат проведения ЕГЭ, но не на результаты. Итак, по итогам сдачи обязательного ЕГЭ в 2021 в России выросло число выпускников, получивших высокие баллы по русскому языку, литературе, географии и химии. Правда, госэкзамен сдавали только поступающие в высшие учебные заведения. Ну а в этом году экзамены пройдут в допандемийном формате. Единый госэкзамен должны сдавать все выпускники. Какие изменения произошли в структуре ЕГЭ, проходные баллы в вузах и будет ли введен дополнительный обязательный предмет для выпускников 11 классов? Все актуальные вопросы, связанные с госэкзаменом и в целом с системой образования, звучат в адрес министра и председателя Государственной экзаменационной комиссии. Так, в качестве обязательного предмета выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. В ней, кстати, добавили задания с геометрическими фигурами и математическими моделями. И еще 2 предмета на выбор. Проходные баллы в 2022 году уже определены приказом Министерства науки и высшего образования. Они варьируются от предметов, начиная от 45 баллов, например, от 45 до 30 баллов. Сдачу единого госэкзамена планируют провести с 27 мая по 2 июля. Дополнительный период пройдет с 5 по 20 сентября. ОГЭ состоится с 21 апреля по 3 июля. Девятиклассники должны сдавать 4 предмета, когда, как в 2021, они писали контрольные работы по математике и русскому языку. И все будет в обычном формате, как и до пандемии. Пандемия коронавируса очень сильно отразилась, достаточно серьезно отразилась на формате проведения ЕГЭ и в прошлом году, и в позапрошлом. Как вы думаете, в этом году нам удастся провести его в традиционном формате? И какие прогнозы делает Роспотребнадзор? На 2022 год, естественно, экзамен будет проводиться с полным соблюдением требований санитарно-эпидемиологического режима, пропускной режим будет организован. С учетом всех этих необходимых моментов мы планируем увеличение дополнительных аудиторий, чтобы возможность разобщенности была наиболее высокой. Также с соблюдением полностью масочного режима, с соблюдением всех требований питьевого режима. Нужны ли результаты ПЦР-теста об отсутствии заболевания? Пока таких рекомендаций со стороны Рособорнадзора и Роспотребнадзора не поступало. Единственное, максимально педагогические работники проходят ПЦР-тесты в добровольной форме. И никаких онлайн-форматов. Школьники, которые окажутся на самоизоляции из-за коронавируса, не будут сдавать экзамены дистанционно. Сдать ЕГЭ смогут во вторую волну. Спикеры ответили на вопрос журналистов, кого еще не допустят на сдачу ЕГЭ. В случае, если он не прошел испытания, которые позволяют ему иметь допуск, это итоговое сочинение, поэтому это единственная причина, по которой он не будет допущен к экзамену в основной период. В случае, если выпускник, ребенок заболел или по каким-то иным положительным причинам он не может прийти на пункт сдачи ЕГЭ в этот день, соответственно, он обращается в Государственную экзаменационную комиссию с заявлением и с подтверждением, документальным подтверждением просит передопустить его. Сдавать ЕГЭ в следующем году могут и десятиклассники. До проведения итогового сочинения им необходимо написать заявление. Решением педагогической комиссии назначается на итоговую аттестацию. При успешной защите выпускник допускается на сдачу госэкзамена. Вспомнили здесь и о 100-бальниках. Их, кстати, в этом и в прошлом годах стало вдвое больше. С чем это связано, объяснила Эсет Бокова. Тяжело определить однозначно, чья это заслуга, это школа, это семья, это выпускник, но в целом нужно отметить, что совершенно переформатирован подход к непосредственно подготовке выпускников. То есть очень большое значение в этом плане уделяет школа именно по тем дополнительным урокам, которые проводятся для учащихся, которые выбрали предметы. Русский язык, математика в течение года проводятся дополнительные занятия.
В зале прозвучал и вопрос об оплате труда работников на площадках сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Так, с их заявлений выплаты организаторам не проводились с 2019 по 2021 год. По словам министра, задолженность за 2019 полностью погашена. Если у определенных работников возникли трудности и есть вопросы по этому поводу, Эсет Бокова попросила обратиться к ней напрямую. Примет их в любое время. В текущем году полностью проведена работа для выплаты организаторам и всем работникам, которые были задействованы в период проведения государственной итоговой аттестации на пунктах проведения экзамена. Задолженности по истекшему году перед данной категорией лиц у нас в министерстве нет. За минусом нескольких работников, чьи номера именно расчетные счета были неправильно присвоены. В сентябре уже текущего года полностью была подготовлена эта информация и направлена на уже финансирование Министерства финансов. Заработную плату вовремя не выплачивали и другим работникам образования. Это отметила спикер Верхней палаты Российского парламента Валентина Матвиенко в ходе часа субъекта страны в Совете Федерации. Можете объяснить ситуацию, с чем связана задержка выплат и почему школьный транспорт не подвозит школьников? Валентина Ивановна совершенно справедливо отметила тот момент. Информация была выгружена из социальных сетей, как ей же было озвучено, о задержке заработной платы в текущем месяце. Дело в том, что ввиду отсутствия в региональном бюджете дефицита бюджетных средств принят был бюджет для системы образования на 9 месяцев. А также вновь введенная сеть образовательных учреждений тоже финансировалась из этого же бюджета. И несколько моментов там по задержке произошло именно потому, что мы ждали дополнительного финансирования из федерального бюджета. Оно, к сожалению, на 2 дня запоздало, и это привело к задержке буквально на 2-3 дня заработной платы. Впредь такая ситуация очень серьезно взята под контроль. Помимо этого правительством поставлена задача и направлена уже информация о необходимости средств на ноябрь и декабрь. Также вопрос по подвозу учащихся. Дело в том, что по нашему мониторингу на начало учебного года в республике общее количество учащихся, нуждающихся в подвозе, составляет чуть больше 9 тысяч. То есть это дети, которые проживают на расстоянии более 2 километров от дома. Согласно действующему законодательству, именно эта категория нуждается в подвозе. Был проведен мониторинг и определены средства, необходимые для данного подвоза. Но опять же, возвращаясь к вопросу дефицита бюджета, к сожалению, статья не была профинансирована. Сейчас правительством решено изыскать из других источников и обеспечить данную категорию детей подвозом. То есть горюче-смазочным материалом. Как мы все знаем, в республику поставлен транспорт определенный, и практически все учреждения обеспечены у нас новым транспортом, но вопрос горюче-смазочного материала стоял из-за дефицита нашего бюджета. В рамках встречи министр образования рассказала и о новых объектах образования, которые появятся в регионе до конца этого и 2022 года. В рамках нацпроекта образования в текущем учебном году ведут эксплуатацию 14 школ и 9 детских садов. Это 4776 мест дополнительных, что позволит нам ликвидировать на 15% двухсменное обучение. Также 9 объектов дошкольного образования, это 1950 мест, позволит нам реально сократить очередность в детских садах. На текущий год это вот вся информация, 21 объект, и в 2022 году запланировано начало и окончание строительства 9 объектов образования. На следующий год, в 2022 году, строительство дошкольных учреждений не предусмотрено. Подводя итоги конференции, представители образования пожелали выпускникам 2022 года удачи на госэкзаменах. Министр образования подчеркнула, что ЕГЭ несет и психоэмоциональную нагрузку. Переживают и готовятся всей семьей. Очень весомую роль играет поддержка родных и ранее психологическое сопровождение в школе. В образовательных учреждениях в предыдущие годы эта работа была хорошо организована. Об этом говорят и результаты. Ну а прежде всего выпускник должен быть нацелен на результат. Это главный ключ к успешной сдаче. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.